Друзья, мы продолжаем. Вечерняя Тува снова в эфире. И у нас сегодня новый гость. Это у нас... Вообще, давайте сначала подводку скажу. На следующей неделе у нас стартуют выборы по всей России. У нас именно в Туве мы будем выбирать главу республики, а также депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Сегодня у нас в гостях председатель молодежной избирательной комиссии Шигне Хуалык. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот председатель молодежной избирательной комиссии, расскажите, пожалуйста, о своей должности, что именно там в этой должности? Ну, во-первых, я, наверное, начну с того, чем занимается молодежная избирательная комиссия в общем. Да? Молодежная избирательная комиссия Республики Тува является постоянно действующим совещательным органом с целью создания деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей Республики Тува. Данная должность является, мы работаем на общественных началах, и молодежная избирательная комиссия Республики Тува не является юридическим лицом. Так, различия между молодежной и полностью, то есть не молодежной, какие есть различия? Да. Ну, есть, конечно, различия избирательной комиссии Республики Тува и молодежной избирательной комиссии Республики Тува. Молодежная избирательная комиссия Республики Тува занимается именно по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. То есть это наша молодежь, студентов. Мы проводим мероприятия среди студентов и среди молодых избирателей. Избирательная комиссия Республики Тува, конечно, она работает в целом по всему региону. От 18 до 30 где-то, да, до у вас? 35 лет. До 35 лет, да. Да. Сколько сейчас избирательных комиссий, участков, то есть? По городу Кызылу? Да, лучше, наверное, по городу Кызылу. По городу Кызылу у нас сейчас 35 участковых избирательных комиссий. Друзья, вы, кстати, можете задать свои вопросы в комментариях, мы их зададим нашей гости. Тема трудоустройства. Допустим, есть студент, который хочет получить работу в избирательной комиссии. Что он должен закончить, какие документы и так далее, что ему нужно взять с собой? Если есть желающие студенты, окончившие университет, да, то он может обращаться в избирательную комиссию Республики Тува, либо можно посмотреть документы, какие документы необходимы на сайте tuva.избирком.ру. Там есть раздел вакансий и конкурса. Чем именно занимается молодежная избирательная комиссия? Молодежная избирательная комиссия, у нас состав молодежной избирательной комиссии состоит из 10 человек. Данные люди, члены молодежной избирательной комиссии, они могут во время выборов работать членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, либо с членом совещательного голоса, либо могут работать наблюдателями, наблюдателями во время выборов. Но у нас уже есть молодые члены молодежной избирательной комиссии, которые уже работали наблюдателями на выборах. Наблюдателем на выборах сейчас может стать любой? Наблюдателем выборов может стать не любой человек, не являющийся депутатом. Человек должен не занимать такие руководящие должности. И, конечно, можно почитать закон. У нас есть один закон, можете там посмотреть и почитать. Тоже на сайте, да? Тоже на сайте. Можете посмотреть и ознакомиться. Куда обращаться, если он по требованиям, совпадает? К вам, да? То есть на избирательную комиссию? На избирательную комиссию Республики Тува. Адрес? Адрес улица Чульдым, дом 18, дом правительства Республики Тува.
Избирательная комиссия. Вот выборы, допустим, пройдут. Что вы будете делать дальше, именно Дальше. избирательная комиссия? Ну, после выборов мы обычно занимаемся той деятельностью, который был утвержден нашим планом работы. То есть в начале года мы утверждаем план работы молодежной избирательной комиссии на год. То есть это то же самое, провести мероприятия среди молодежи, среди студентов и среди старшеклассников. Это бывают слеты, касающиеся повышения правовой культуры. Ну, такие мероприятия. Квесты проводили. Не будем проводить то же самое, такие мероприятия. А какие мероприятия у вас уже известны там после выборов? Какие? Может, можете анонсировать и так далее? Ну, которые уже были, да? Нет, которые будут после выборов. Которые будут. Или можно даже вот именно перед выборами, там, во время выборов. Ну вот после выборов мы обычно проводим «Я избиратель», и перед выборами тоже «Я избиратель». Проводили конкурсы рисунков среди старшеклассников. И можно провести еще выборы президентов студенчества, да, студентов. Вот такие выборы. Вот я хотел спросить, вот у нас же выборы сейчас скоро. 3 дня же там, да, там Да, получается? начиная вот с именно. 17-го, 18 и по 19 А вот сейчас, вот я смотрел в новостях, досрочные выборы, по-моему, начались, да, вот в отдаленных районах. Да, в отдаленных районах теперь уже начались досрочные. Это Мунгын Тайга только, да, или Мунгын, Тайга. только, да, там? Это в отдаленных районах. Там голосование неделю будет? Или В течение недели. в течение недели, да? Угу. Так. Ну, данной информацией тоже можно ознакомиться на сайте. На сайте, да, все. Угу. Ну, сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы. Так. Ладно, это будет сложно. Может быть, какие-то напутствия, то есть вот к выборам призыв, то есть пойти, не пойти, вот вопрос сейчас стоит. Идти на выборы, голосовать, это, конечно, каждый гражданин. Дело должен, каждого, да, получается? Да, дело каждого человека. Но если у вас есть какие-то вопросы, например, вот у нас есть молодежь, да, студенты, которые обучаются за пределами региона. То есть бывают такие люди, что во время в день выборов они находятся за пределами по служебной командировке там, или у этого человека отпуск за пределами региона. Вот, такие избиратели могут подать заявление о включении в список избирателей в участковую избирательную комиссию по месту пребывания через портал МФЦ, через портал госуслуг, извините, на портале госуслуги через многофункциональный центр, и также можно обращаться в территориальную избирательную комиссию по месту пребывания. Единый телефон есть какой-нибудь избирательной комиссии? Да, если у избирателей возникли вопросы, то они могут обращаться по горячей линии ЦИК России, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по номеру 8 800 202 020. Ну, вам желаю удачи на предстоящих выборах. Это была Шагная Хувалых. Не переключайтесь, через 2 минуты у нас последний гость. Включай.